Добрый вечер, дорогие участники нашего вебинара. Так, мы с вами выходим в эфир, продолжая нашу информацию, посвященную женской и сегодня мужской форме. С вами Донкова Татьяна. И первая просьба, обращенная к вам, подтвердить звук, как вы меня слышите. Итак, спасибо, Люся увидела. Пожалуйста, еще кто-нибудь сообщите, как вы меня слышите. Отлично. Итак, мужское и женское. Слияние мужского и женского означает энергию жизни, означает гармонию жизни. И в каждом из нас слияние мужского и женского. Но доминанта женского определяет в сущности ролевую позицию женского организма, доминанта мужского определяет суть и ролевую позицию мужского организма. А материализацию этого несут женские и мужские половые гормоны, которые в равной мере работают, вырабатываются, синтезируются и участвуют в жизни как женского, так и мужского организма, но определяют то, что мы называем полом, будучи в доминации. И вот нам сегодня с вами предстоит рассмотреть интереснейшую формулу энергии for энергия, внутренняя энергия для него. И вот интереснейший факт. Если вы очень внимательно посмотрите на состав, вы придете к выводу, что он, в общем-то, идентичен, за исключением одного небольшого секрета. И вот нам в этом с вами предстоит сегодня разобраться. Итак, прежде всего, главный мужской гормон – тестостерон. И предстательная железа, которую не случайно называют вторым сердцем мужского организма. Поскольку такое понятие, как кризис среднего или зрелого возраста, обращает внимание на то, что организм мужчины становится менее устойчив к стрессу, переутомляемость, плохое самочувствие и множество деликатных проблем. Еще кризис среднего возраста, зрелого возраста для мужского организма чрезвычайно опасен риском сердечно-сосудистых катаклизмов. Не секрет, что продолжительность жизни мужчин гораздо меньше, чем продолжительность жизни женщин. И все это определяется и связано со снижением уровня именно мужского полового гормона тестостерона. Итак, давайте обратимся к тому, за что отвечает тестостерон именно в мужском организме. Ну, во-первых, когда речь идет о формировании будущего мужского организма, то это, конечно же, именно тестостерон определяет формирование пола и репродуктивной системы. Но он же отвечает за рост костей, он же отвечает за формирование мышечной массы, он же определяет, прежде всего, реализацию половой функции, потому что это репродуктивная, прежде всего, функция, и он определяет выраженный стабильный уровень гемоглобина и хорошее самочувствие, когда тестостерон в норме. От тестостерона зависит состояние сосудов, и от тестостерона зависит состояние, соответственно, функции головного мозга, потому что если это связано с сосудами, то, соответственно, это будет связано с функциями головного мозга. И вот что говорит статистика. Статистика сообщает, что в возрасте от 40 лет и старше порядка 50% мужчин имеют проблему, которая начинает проявляться со стороны предстательной железы. А эта проблема символизирует и, в общем-то, по сути дела, сигнализирует снижение уровня тестостерона. Что происходит в организме мужском, когда снижается уровень выработки тестостерона? Есть такой замечательный промежуточный орган гипоталамус, который получает сигнал от головного мозга. Но головной мозг занимает созерцательную позицию. Головной мозг отслеживает
все уровни химических процессов, выработки секреций, в том числе, прежде всего, гормонов. И когда головной мозг, который не знает, сколько человеку лет, но видит заниженный уровень тестостерона, направляет сигнал в гипоталамус, чтобы тот заставил орган выработки тестостерона этой яички начать вырабатывать его больше. Орган уже к этому моменту начинает истощать свои возможности. Значит, как он может среагировать на это? Он может среагировать на это увеличением размеров своих клеток. А так как мочеполовая мужская система мужского организма взаимно связана, то, соответственно, увеличение размеров этих клеток начинает буквально сдавливать мочеиспускательный канал. Это называется аденомой предстательной железы. Ну, а что за этим следует, за этой деликатной проблемой? Это, к сожалению, крайне неприятное состояние, которое известно многим мужчинам. Но в целом снижение выработки уровня тестостерона, естественно, будет отражаться прежде всего на общем самочувствии. Это обязательно будет отражаться на том, что называется эрекцией, возникновение проблем с эрекцией, с эректильной функцией. Это непременно будет отражаться на состоянии сосудов, то есть сосуды выходят из нормы. И проблема атеросклероза, которая назревает параллельно с проблемой развития именно снижения уровня тестостерона. Вот очередь на операцию шунтирования в основном составляют мужчины в возрасте за 40 лет. Ну, а учитывая ритм нашей современной жизни, учитывая то, что мужчина занимает именно ведущую позицию в политике, в любых действиях, соответственно, принимает гораздо большее действие стресса, не будучи к этому готов, потому что мужской организм гораздо менее стрессоустойчив, чем, допустим, женский. И вот вопрос о необходимости коррекции возрастных изменений с помощью использования щадящих сборов растительного происхождения стоит сегодня очень остро. То есть это очень важный фактор, который поможет, в общем-то, сохранить гармонию жизни. Ведь наша жизнь очень тесно переплетена во всех ипостасях. То есть это семья, это социальная сфера, где как раз гармония мужского и женского, она будет проявляться не только в каких-то индивидуальных личностных взаимоотношениях, но это вот те потоки энергии, которые зависимы в том числе и от физического плана состояния организма. Снижение уровня тестостерона – это депрессивное состояние, это нарушение сна, это нарушение мозгового кровообращения, снижение памяти, снижение интеллектуальных способностей. То есть человек жалуется на переутомление, человек жалуется на плохой сон, и за этим следует масса различных негативных состояний, в том числе и психоэмоциональных. И любая мужская формула в обязательном порядке несет компоненты, которые отвечают именно за компенсаторную функцию, либо за восполнение уровня тестостерона, либо за стимуляцию выработки уровня тестостерона. Что за этим стоит? За этим стоит, прежде всего, сохранение стабильности, хорошего самочувствия и возможность избежать возникновения крайне неприятных деликатных проблем, и, конечно, которые затем могут привести к развитию. Ведь аденома – это доброкачественное образование изначально, которое затем перерождается в злокачественное. По сути дела, это опухолевый процесс. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, комплекс, который предлагает формула Energy for Him. Вот замечательные вещества, которые содержат клетки растений.
Это содержит клетки семян растений, это содержит клетки самых разнообразных частей растения. Эти вещества называются фитостеролы. Вот эти чудесные вещества фитостеролы, во-первых, являются, по сути дела, как раз теми фитогормонами, которые, поступая в организм мужчины, восполняют по своей химической структуре, вот так же, как мы рассуждали о фитоэстрогенах, точно так же мы будем рассуждать о фитоандрогенах, потому что именно фитостеролы являются по своему строению аналогами тестостерона. Но это еще не все. То есть фитостеролы позволяют организму получить естественную стимуляцию в выработке своего собственного тестостерона. И это ведущий, это главный компонент, который определяет, собственно говоря, главную функцию. Если в организме любым путем восстанавливается, компенсируется уровень тех реакций, которые выполняет собственный тестостерон, значит опасности возникновения, прежде всего, аденома предстательной железы уже нет в такой острой форме. Ну и, соответственно, все те функции, за которые отвечает тестостерон, они будут в рамках биохимических процессов выполняться, а значит, это прежде всего здоровые сосуды. Но мы идем с вами последовательно по составу. И вот что интересного мы можем узнать о составе Energy for Him, поскольку, возможно, кто-то не присутствовал на предыдущем вебинаре, посвященном женской формуле, но тем не менее, вот весь дальнейший состав, он, по сути дела, идентичен. Но здесь тоже есть своя интересная особенность. Вот, допустим, растение куджу, о котором мы уже с вами вели разговор, удивительное, в общем-то, инвазивное паразитарное растение, которое, между тем, обладает очень высокими питательными свойствами, потому что используется именно плей куджу. И когда мы с вами рассуждали о женской формуле, то речь шла, что именно растения вида Пуэрея и фика являются источником именно фитоэстрогена. Но ведь помните, на что я обратила ваше внимание, что в куджу интереснейший компонент, который обладает целым спектром биологически активных компонентов в своем составе именно корня, из которого, собственно говоря, получают эти экстракты. И вот одним из таких компонентов является вещество класса изофлавонов, дайдзеин. И вот в данном случае, когда мы рассматриваем с вами именно состав Energy for Him, мы конкретно видим выделенный компонент дайдзеин. А компонент дайдзеин выполняет интереснейшую задачу. Он усиливает выработку собственного фермента алкогольной гидрогеназы, который, участвуя в расщеплении алкоголя, таким образом снижает потребность в нем, потому что организм достигает эффекта очень быстрого опьянения, и главное, снижается токсичность воздействия алкоголя, что чрезвычайно важно. Почему этот компонент выделен именно для мужской формулы? Ну, в общем-то, вывод очень простой и для всех понятный и доступный. Весь цивилизованный мир сегодня, в общем-то, наблюдает такую тенденцию, что организм мужчины, не будучи стрессоустойчивым, в рамках жесткого ритма современной жизни, нагрузок, переутомления, всегда стремится к релаксу. Но какой релакс, каким путем достигается релакс именно современным человеком, современным мужчиной? Ну, конечно же, это алкоголь. И, в общем-то, приверженность скорее не к крепким напиткам, а именно к тому, что, в общем-то, легко и приятно, поражает практически все мужское население. То есть в нашей стране, во всяком случае, пиво становится, ну, по сути дела, одной из серьезнейших проблем с угрозой в будущем поколении. И почему это такая серьезная угроза и проблема? Для того, что как только, вот, скажем так, это пристрастие к пиву
приобретает характер регулярного употребления, хотя это, скажем так, слабое процентном отношении содержания алкоголя, но алкоголь, который, в общем-то, циркулирует в организме ежедневно. Ну, когда мы возвращаемся вечером домой с работы, очень часто можно наблюдать картину, как мужское население с удовольствием выпивает пиво в желании именно получить эффект расслабления, так скажем так, отдохнуть и расслабиться после трудового дня. Вот эта циркуляция постоянного алкоголя в организме – это неизбежный, в общем-то, финал. Это, к сожалению, печень. Раз. Второй момент – так называемый пивной животик и тенденции к набору веса, которые появляются у больших любителей пива, и в сущности это такая визитная карточка больших любителей пива. Вот что это такое жировые отложения, которые так не характерны для мужского организма в норме, потому что мужской организм в норме с адекватным уровнем тестостерона не имеет избыточных жировых отложений. Именно под эгидой тестостерона так устроен именно обмен веществ мужского организма. То есть максимальная доминанта именно мышечной ткани, мышечной массы и минимум и отсутствие жировых отложений. То есть сам факт жировых отложений сообщает о том, что уровень тестостерона снижается. Первое. Второе, то, что, по сути дела, жировые отложения, избыток жира в мужском организме дают реакцию, которая производит определенное вещество. Под действием этого вещества снижается уровень тестостерона. Вот такой замкнутый круг. Поэтому присутствие такого компонента, как диэкзеин, дает возможность, скажем так, снизить активность пагубной привычки. Это касается не только алкоголя, но это в том числе касается и никотина. И вот когда мы с вами уже переходим к связи того, что, собственно говоря, когда мы рассуждаем именно об органах малого таза и предстательная железа, и функции репродуктивной системы, еще одна проблема, которая сегодня достаточно широко распространена и которая снижает, в общем-то, сексуальную функцию, это, конечно, воспалительные процессы. Это простатиты, механические простатиты, которые во многом связаны со снижением общего фона иммунитета, с различного рода именно бактериальными, инфекционными, воспалительными процессами. Именно особенность органов репродуктивной системы, сложное их устройство предполагает, что если когда-то был воспалительный процесс, допустим, активной бактериальной природы, но он не был долеченным, это переходит в хроническую стадию, когда уже причину выявить очень сложно путем лабораторного анализа, но она так, собственно говоря, сопровождает всю оставшуюся жизнь. Вот на этом основании кудзу является великолепным фактором противовоспалительного, антибактериального действия, то есть выполняет своего рода профилактику и дает фон стабильности. И очень важный момент, который связан именно с ситуацией снижения уровня тестостерона в организме, когда, прошу прощения, когда нарушается норма здоровья сосудов и возникает опасность возникновения атеросклеротических бляшек. То есть атеросклероз у мужчин одно из самых распространенных явлений, именно связанных с возрастными изменениями. То есть атеросклероз – это верный спутник снижения уровня тестостерона. Сосуды, сужение протока сосуда и опасность, в общем-то, блокировки крупных коронарных сосудов, на чем и основана, в общем-то, операция шунтирования сосудов, артериальных сосудов сердца. Вот именно кудзу влияет на нормализацию холестеринового обмена,
на улучшение обменных процессов, начиная именно с уровня детоксикации, очищения, противовоспалительного действия. Потому что в данном случае это тоже имеет прямое отношение к сосудам. Ну, а продолжает вот это, скажем так, действие красный клевер. И в сущности мы идем по тем же компонентам, которые представлены и в составе МРЧ-КОХИО. И, по сути дела, именно план этих жизнеобеспечивающих функций начинает хромать с того момента, когда снижается уровень половых гормонов, равно как в женском, так и в мужском организме. И вот удивительные растения красный клевер, головки красного клевера, которые имеют широчайший диапазон целебных свойств. Красный клевер относится к категории очень активного иммуномодулятора. Красный клевер относится к категории достаточно активного средства, связанного с улучшением состояния общего самочувствия, в частности, восстановление баланса, равновесия, в том числе и полноценного, хорошего, продуктивного сна. Но красный клевер, если мы вспомним даже с вами такое название, как препарат Атероклефит, который основан на экстракте, получаемом из головок красного клевера, это препарат, который направлен непосредственно на улучшение состояния сосудов. Вот это понятие определения красного клевера как кровеочищающего средства. Ведь понятие кровеочищающего средства предполагает в том числе и очищение стенки сосуда от именно холестериновых отложений. А что такое холестериновые бляшки, так называемые атеросклеротические бляшки? Это отложение того самого холестерина плохого или либо протеидов низкой плотности, что сообщает о нарушении холестеринового обмена, нарушении липидного обмена, когда равновесие между плохим и хорошим холестерином нарушается в сторону доминирования плохого, то есть либо протеидов низкой плотности, которые уже не регулируются необходимым количеством, либо протеидов высокой плотности или триглицеридов. Красный клевер проявляет себя очень интересно. Красный клевер, по сути дела, контролирует перераспределение вот в этой пропорции, он увеличивает циркуляцию либо протеидов высокой плотности, которые начинают растворять плохие холестерины, тем самым очищая сосуды. И вот такой комплекс иммуномодулятор, кровеочищающие действия и действия, которые сказываются на состоянии, прежде всего, и гепатобилиарной системы, то есть красный клевер относится и к улучшению функции печени, что чрезвычайно важно, поскольку печень тоже орган эндокринной системы, и в сущности вот те проявления, которые мы видим со стороны изменения тканей, они связаны прежде всего с состоянием именно функции печени. Вот такая вот история, которая, собственно говоря, дает корреляцию ситуации, связанной, с одной стороны, с профилактикой вследствие снижения уровня тестостерона, выравнивание этого уровня, то есть оздоровление, восстановление, доведение до нормы. Ну и еще два компонента, потому что в данной ситуации мы с вами встречаем именно плоды, экстракт плодов черного перца и в женской форме, но добавлен еще кайенский перец или перец чили. Перец чили обладает удивительным свойством. Перец чили обладает, равно как и черный перец, вообще все виды перца обладают свойством, прежде всего, противовоспалительным, тонизирующим, активизирующим. Присутствие в любой формуле биологически активной добавки элементов перца сообщает о том, что, то есть у кайенского, кстати говоря, перца сообщает об лучшем усвоении всех компонентов, которые входят в состав формулы, об улучшении микроциркуляции,
об улучшении работы пищеварительной системы, антибактериальное противовоспалительное действие и действие, которое поддерживает и усиливает процесс улучшения сосудистого русла. Еще один очень важный момент. Именно перец, особенно перец чили, по сути дела определяет стабильность весовой категории, защищает организм от избытков накопления жировой массы, поскольку обладает свойством блокировать именно всасывание липидов, и вот таким образом липидный обмен замыкается, в общем-то, на всех уровнях своего формирования. Ну и компонент, который мы, в общем-то, можем себе представить, поскольку вот эту зеленую пушистую норвежскую ель и экстракт игл норвежской ели, которая в состав входит формулы женской и мужской, это прежде всего великолепный источник всех необходимых минералов, микроэлементов, витаминов, именно ведущих жизненно важных витаминов. Ну и опять-таки ель – это целебная сила, которая известна во многих культурах, поскольку ель является источником целого спектра противовоспалительного, антибактериального и действия на многие штаммы микроорганизмов, коковые инфекции, и тем самым, в общем-то, мы можем подвести итог, что это великолепный иммуномодулятор и действие, которое дает необходимую поддержку именно уровню обменных процессов. Замыкая это на, допустим, видах перца и красного и черного, мы можем сказать, что формула предоставляет все необходимые минералы с доминирующими, допустим, калием, марганцем, витаминами, которые крайне важны именно для мужского организма, и репродуктивной функции, в данном случае черный перец в женской формуле присутствует. Таким образом, это то, что позволяет организму, запуская, в общем-то, механизм выработки и стимулирования собственного тестостерона, получать вещества, которые непосредственно участвуют в синтезе тестостерона, поскольку без минералов, микроэлементов, витаминов невозможно мыслить любой обменный процесс. Итак, формула Energy for Heal должна в обязательном порядке как конституционная формула рекомендоваться мужчинам с достижением возраста зрелости. То есть после 40 лет подобного рода сборы должны, в общем-то, сопровождать жизнь для того, чтобы сохранять великолепный уровень высокого жизнеобеспечения энергии, для того, чтобы чувствовать себя на высоте, для того, чтобы защитить свой организм от неизбежных процессов и биологического плана, и того, что, в общем-то, становится уже побочным эффектом современного образа жизни, раннего старения организма, снижения функции, и за этим стоит очень мощный и психоэмоциональный план, и ролевая позиция, и ощущение жизни. И, конечно же, избежать тех патологий, которые связаны именно со снижением главного мужского полового гормона тестостерона. И вот еще один аспект, на который мы тоже с вами обратим внимание, потому что, когда речь идет о такой проблеме, как, допустим, проблема возрастного характера аденома предстательной железы, немножко вернемся к этой проблеме, и которая, предположим, уже констатирована, то есть можно рассуждать о профилактике. Это лучший способ сделать свою жизнь качественной и устремленной, в общем-то, перспективу. Но каждый человек сталкивается с открытием для себя, в том числе и решением использовать, допустим, данный продукт в своем возрасте. И вот именно возраст продвинутый, когда уже, допустим, есть такая проблема, как аденома предстательной железы, и когда есть опасность перерождения
злокачественную опухолевую форму, потому что рак предстательной железы достаточно распространенное явление у мужчин в пожилом возрасте. К сожалению, очень печально заканчивающиеся истории, которые заканчиваются инвалидностью и неадекватностью, в общем-то, соответствия качеству жизни. И вот здесь мы с вами вспоминаем про продукт, который в сущности именно в данной ситуации становится универсальным не только для женского организма, но и для мужского. То есть мы с вами сейчас уже будем рассуждать о составлении некоего комплекса, который будет необходим в условиях именно аденома предстательной железы с поставленным диагнозом и с опасностью уже перерождения, допустим, в злокачественный опухолевый процесс. То есть в нашем арсенале, в рекомендациях, появится крем-прогестерон. Почему? Первое. Мы также имеем в виде состава крем-прогестерон вещество растительного происхождения, которое не является гормоном в известном смысле. И вместе с тем, попадая в организм, причем попадая в организм очень, скажем так, приятным, комфортным образом, потому что именно вещество растительного происхождения, которое можно также назвать фитопрогестероном, проникает через последствия кожи. То есть это трансдермального характера вещество, таким образом позволяющее предоставить ту дозировку, то количество, которое напрямую начинает работать, не растрачиваясь на нейтрализацию со стороны пищеварительной системы, со стороны печени, которая, в общем-то, любой пероральный прием воспринимает как возможность нейтрализовать. И почему мужчинам нужен прогестероновый крем именно в пожилом возрасте, когда есть опасность и от перерождения аденома предстательной железы, когда мы можем говорить о профилактике аденома предстательной железы, и когда мы можем говорить о стабилизации этого процесса, для того, чтобы этот процесс не прогрессировал. А весь вопрос в том, что в мужском организме прогестерон также вырабатывается в очень небольших количествах. С какой целью? Организм использует его для выработки тестостерона. То есть это исходный материал для выработки тестостерона. И если мы вводим прогестероновый крем как еще одного участника для формирования системы комплексного использования, то мы получаем дополнительную возможность поступления тестостерона, тем самым, вернее, не тестостерона, а возможности организма выработки тестостерона, тем самым, опять-таки, направляя это действие на улучшение стабилизации функций всего организма. А локально это касается именно аденома предстательной железы. И вот исследование эндокринолога Джона Ли, который, собственно говоря, и является первооткрывателем, получая из растительного сырья именно вещество под названием фитопрогестерон, в отношении онкологии мужского организма, связанного именно с предстательной железой. То есть это обязательная рекомендация, которая дается и как возможность улучшения ситуации, как возможность, в общем-то, преодолеть онкологический процесс. То есть в данном случае мы будем рекомендовать и формулу Energy4Kim, и крем-прогестерон. Как он будет использоваться? Ну, здесь мы уже не имеем никакого отношения ни к иллюзорному циклу, ни к циклу существующему. Мы будем его просто рекомендовать наносить. Опять-таки, учитывая, что это будут наиболее биодоступные участки кожи, ну, ассоциация обычно у людей бывает такая, где болит, туда и наносит. То есть, если это не связано, допустим, с жировыми отложениями, потому что нам нужны участки наиболее тонкой кожи, чаще всего это участки области внутренней поверхности ногтевого сгиба, а это может быть в той же степени
И, допустим, низ живота, если это худощавое телосложение, потому что там, где есть жировые отложения, там бессмысленно носить крем-прогестерон, это могут быть, кстати говоря, и области суставов, поскольку, в сущности, возрастные процессы опосредованно связаны и с снижением уровня гормона, это отражается, в общем-то, на состоянии костной ткани. Поэтому это могут быть области суставов, таким образом сочетаются сразу несколько, в общем-то, проблем. Это может быть область поясницы, там, где, кстати говоря, очень часто возникает проблема радикулита. То есть очень тонким слоем нанести, распределить, не массировать, а просто нанести, распределить. Количественно это количество от половины чайной ложки утром и вечером. Ну, поскольку мужчины очень часто забывают выполнять какие-то необходимые манипуляции, особенно связанные с нанесением крема, тогда это может быть только вечернее нанесение, в частности, можно начать с половины чайной ложки. Очень часто мужчины задают вопрос, этот вопрос неоднократно, в общем-то, задавался по поводу ухода за кожей лица, поскольку мужчинам хотелось бы тоже сохранять моложавый облик, поэтому вот крем-прогестерон может вполне выполнять функцию ухода за кожей лица, в том числе его можно наносить после бритья, потому что он обладает прекрасным противовоспалительным действием, поэтому вот выбор такой, либо это будет утреннее нанесение, либо это будет вечернее нанесение, чтобы дать возможность организму использовать основание для пополнения уровня прогестерона, именно тестостерона. То есть здесь прогестерон будет выполнять именно свою роль сырьевой базы, как вещества, материала для восполнения уровня именно тестостерона. Ну и очень важный аспект, на который мы тоже должны с вами обратить внимание, поскольку в сущности, если мы с вами рассуждаем о профилактике, если мы рассуждаем о предупреждении различного рода биологических изменений в организме, продиктованных возрастными изменениями, но если, допустим, мы отталкиваемся от известной среднестатистической единицы 120 лет для современного человека качественной, полноценной жизни при условии здорового образа жизни и правильного отношения к своему организму, подразумевается, в общем-то, как бы элементарные нормы здорового образа жизни. То есть это тот минимум, который может достичь сегодня любой современный человек здесь, сегодня и сейчас. Но стресс, который, по сути дела, является катализатором всех процессов ускорения старения организма, ускорение процессов старения со стороны эндокринной системы, снижение выработки жизненно важных, прежде всего, половых гормонов, это, конечно же, радикальный стресс. И именно за источниками, полноценными источниками антиоксидантов всегда рассматривается качественный, именно здоровый статус организма. Потому что если мы будем рассматривать именно клетки эндокринной системы, органы, которые ответственны за выработку половых гормонов, то прежде всего они наиболее уязвимы к действию. Это первый план. Наша эндокринная система всегда первый план, по которому очень больно ударяет стресс. И стресс имеет колоссальный диапазон, так или иначе, если это материализовать, это всегда огромный потенциал, негативный потенциал выработки свободных радикалов. Поэтому не случайно, когда затрагивается вопрос и профилактики, и предупреждения, прежде всего, проблем со стороны предстательной железы, и в дальнейшей вероятности предупреждения уже опухолевых процессов, всегда идет акцент на использование антиоксидантов. Поэтому одним из основных продуктов в этой
системе, конечно же, будет спектр масс. Ну а поскольку треугольник жизни рассматривает все планы, все уровни взаимодействия с нашим организмом, значит, идеальная ситуация, когда в основе будут 3 продукта. Но каждый из этих продуктов может выполнять, мы неоднократно к этому обращаемся, и свою самостоятельную функцию, поскольку каждый из этих продуктов является в той или иной степени антиоксидантом, каждый из этих продуктов является в той или иной степени иммуномодулятором, с акцентом на очень тонкие планы, которые, допустим, выполняет этонити, предоставляя возможность организму действительно очень тонкого, порой мистического процесса сохранения молодости, и неотъемлемый участник нашей жизни всегда будет спектр масс. Ну а когда мы уже вплотную можем, скажем так, идти по пути не только профилактики, но обязательные рекомендации противоопухолевого действия, вот доминантой будет фукоиден наряду с теми компонентами, о которых мы только что сейчас вели разговор. Вот такая система, которая может включать от 1 до 3, как минимум максимально продуктов и более, дает возможность сохранять именно то, что мы называем здоровье мужского организма и соответствие ритму жизни на долгие годы. Ну, а дозировка, которая указывается на упаковке, соответствует тому необходимому количественному насыщению для того, чтобы эта программа начинала работать. Опять-таки, обращаю ваше внимание на то, что мы отталкиваемся от 40 и старше. Поэтому, допустим, в более пожилом возрасте должны обращать внимание на начало использования меньшей дозировки, допустим, 1 капсулы, и усиливать по ощущениям. Ну, какие ощущения, допустим, которые прежде всего будут связаны именно с работой мочеиспускательной системы, мочеполовой сферы. То есть вот на это нужно обратить внимание, потому что одна из задач, которая ставится перед оздоравливающим действием именно энергетиким, допустим, в продвинутом возрасте, это дать возможность изменить ситуацию с той деликатной проблемой, которая посещает многих мужчин в возрасте и которая, в общем-то, дает крайне дискомфортную ситуацию. Вот эта формула помогает ее преодолеть. Именно на нее можно ориентироваться. Ну и, как вы понимаете, уже ключевой момент, потому что мы должны подвести итог на фоне рассуждений и по поводу Energy for Heal, и по поводу Energy for Him. Вот это как раз те самые составы, которые являются основополагающими. Основополагающими независимо от той программы, которую мы с вами избираем для себя тех или иных вариаций. Но женский организм должен получать специфическую помощь коррекции именно для того, чтобы выравнивать, стабилизировать уровень работы женских половых гормонов, а значит и всей эндокринной системы. В соответствии с этим точно так же и мужской организм должен получать эту коррекцию. Поскольку в большей степени какую рекомендацию и отслеживание этого процесса принадлежит нам, женщинам, поэтому я полагаю, что этой информацией мы в большей степени должны располагать и рекомендовать эту формулу нашим близким, нашим друзьям, нашим знакомым и тем, кто, допустим, обращаются к нам с просьбой порекомендовать ту или иную продукцию для улучшения самочувствия и здоровья. Так вот, любому мужчине, достигшему зрелого возраста, нужно в обязательном порядке рекомендовать познакомиться с формулой Energy for Him. Ну вот на этом я закончила и надеюсь, что было достаточно все понятно. И
тем не менее, обращаюсь к чату и слежу за тем, какие вопросы вы можете задать. Так. Ну, я вот здесь понятно все, я хотела по поводу... Сейчас, секунду. Скажите, пожалуйста, как увеличить скорость сперматозоида и количество с помощью наших формул? Так, значит, во всяком случае, я могу сказать, что вот эта ситуация малоподвижных сперматозоидов и так далее, то есть вопрос зачатия, связан, конечно же, с очень многими, скажем так, планами работы организма, тем более, что если когда-то была онкология. И во всяком случае эта формула будет в центре внимания. То есть вы в любом случае всегда должны обратить на нее внимание. Когда мы начинаем с того, что это зрелый возраст, то есть это биологический процесс, но подобные ситуации могут возникнуть и в более молодом возрасте, когда это связано с работой репродуктивной функции. Когда, допустим, бывают проблемы простатитов и так далее. То есть в этой ситуации тоже формула МРЧ будет использоваться, но уже курсовыми назначениями. Так. Знаете, я хотела спросить, все-таки сейчас про это понятно, а вот я хотела спросить про новый продукт, вот этот, который, ну, как замена или... НКПАС, следующий наш тема будет. Я понимаю, ну, на всякий случай. Ну ладно, а вдруг не придут, у меня проблемы. Какая туда нужна дозировка, может быть больше? Нет, нужно ориентироваться на ту дозировку, которая указана. То есть дозировку не нужно повышать. Дело в том, что все биокорректоры СИЗЛ достаточно и концентрированную содержат дозировку. То есть, когда мы ведем разговор, предположим, о какой-то другой ситуации, связанной, допустим, с другим биокорректором, мы можем уже конкретно рассуждать. В данном случае это так. Хорошо, я сейчас не... Так, здесь есть вопросы? Ну, пока целую неделю ждать. Вообще есть, я поняла, что это в каком... Как долго пить? Ну, если мы говорим о курсовом приеме, связанном, допустим, именно с проблемой, указанной вами, обычно курс не менее 3 месяцев всегда рекомендуется. На фоне, это связано с проблемой бесплодия, на фоне общеукрепляющего действия, то есть и ретомити, и обязательно спектромакс. То есть максимально дать организму все необходимое, но сделать акцент именно на эту проблему. Акцент как? Все то же самое. Это что у спортсменов цель наращивания мышечной массы, это другой вопрос. Здесь идет поддержка стабильности уровня тестостерона. То есть больше он не вырабатывается. То есть вообще как бы стимуляция выработки собственного тестостерона идет прекрасно на уровне, скажем, снабжения организма просто необходимыми веществами, видимо, разных видов. То есть тестостерон, по сути своей, является естественным анаболиком мужского организма. Если идет нагрузка и уровень тестостерона в организме достаточный, то идет все остальное, вот эти все накачивающие анаболики, они все искусственные дают. Фактор, который затем очень плохо сказывается. Вот на будущее просто, ну ладно, когда закончится. Ну, возрастная это только где-то уже после 40, да, когда уже... Нет, ну почему? Дело в том, что это можно, допустим, в зависимости от ситуации использовать раньше, но в принципе обычно возраст зрелости диктует, допустим, после 35, после 40 и так далее. Так, ну что ж, я надеюсь,
надеюсь, что поскольку информация у нас всесторонняя идет по поводу этих продуктов, я надеюсь, что сегодня достаточно нам все понятно, поэтому я на этом с вами попрощаюсь, признательна за то, что вы сегодня были с нами. Ну, а если вопросы возникают, мы всегда можем